Здравствуйте, дорогие друзья. Адвокат Юрий Бирк, Chicago Law Group и Advocate Lawyers Group. Сегодня хочу обсудить также визу, даже не визу скажу, а получение убежища. Да? Это процесс, который к разным людям относится по-разному, смотря как вы приехали в Соединенные Штаты. Сейчас идет огромная волна людей, которые приезжают через границу Соединенных Штатов через Мексику. И также многие приезжают, как всегда, туристической визе или другими визами, например, студенческая виза или виза J1 по обмену опыта и так далее. Приехав в Соединенные Штаты каким-то образом, либо через границу, либо самолетом, люди просят убежища, если у них есть основания на это из своей страны. Хочу добавить, что очень многие заблуждаются и не понимают, в чем заключается процесс убежища. Те, кто понимают и получают квалифицированный совет, очень часто выигрывают или имеют хороший шанс на выигрыш. Те, кто не понимает, что от них требуется, часто проигрывают, потому что они просто не попадают в цель, они не знают, что от них хотят, и из-за этого они уже сказали что-то либо не впопад, и в результате того, слово «не воробей», да, они уже сказали, чего они боятся, а это не причина на убежище. У них очень часто есть хорошее дело, но они просто не понимают, как на это смотрит иммиграционная служба. Отправлять деньги своим родным и близким из любой точки мира стало еще быстрее и проще через систему РИА. При помощи системы РИА можно отправлять деньги в Кыргызстан прямо на М-банк. Для отправки денежного перевода нужен только номер телефона, а деньги поступят в течение 10 минут. М-банк. Переводы без границ. Поэтому главные факты они не выдают, умалчивают, а какую-то, можно сказать, ерунду выкладывают и объясняют то, что не впопад. Теперь, здесь нету такого фактора, где вас жалеют и как-то хотят вам помочь. Иммиграционный судья или интервью-офицер – это профессионал, который часто занимается своим делом много лет подряд. Он услышал очень много историй, и его подход к этому больше похож на подход судьи какого-то спортивного состязания. Да? Например, Олимпийские игры по гимнастике, и вот он хочет просто дать вам балл, какую-то оценку, и ваши, можно сказать, эмоции, или человечность, или помогите мне, пожалуйста, вот у меня такая ситуация, на пожалуйста, он не реагирует. Он реагирует на те факты, которые вы излагаете. Теперь, самый первый свидетель в вашем деле – это вы. И часто вы спросите, какие доказательства я могу предоставить. Начну с того, что вы можете выиграть свое дело без каких-то либо доказательств, потому что беженец не всегда может что-то либо доказать. Например, если вас вызвали на какой-то допрос по телефону, то вы не можете доказать, что вас вызвали на допрос. Но судья и интервью-офицер принимают в учет ваши показания. Часто возникнет вопрос такого характера: а кто еще может это подтвердить? Вот такие доказательства очень ценные в данный момент. Есть разные тренды, но сегодняшний тренд – это судьи, и иммиграционные судьи, и интервью-офицеры, которые вас выслушивают, захотят узнать, кто может подтвердить то, что с вами случилось, кто с вами был на этом митинге, на этой демонстрации, кто забирал вас домой, например, с больницы или после допроса, кто может подтвердить то, что случилось с вами. Это могут быть соседи, это могут быть родственники, это могут быть коллеги или друзья, или другие люди. Требуется от них личного показания на бумаге. Можно от руки, можно напечатать. Не обязательно заверять нотариально, если они находятся за границей Соединенных Штатов, но обязательно приложить копию паспорта, доказать, что этот человек настоящий. Да? Из некоторых стран можно получить имейлом, но я советую, например, если речь идет о Кыргызстане, то я советую получить сперва в Америке это имейлом, но потом одновременно выслать через DHL. Не передавать через третьи лица, а выслать адвокату напрямую через FedEx или DHL. Итак, из чего состоит подача на убежище? Самое главное – это личное заявление. Личное заявление должно быть составлено таким образом, чтобы легко было понятно,
либо судье, либо интервью офицеру, и чтобы они могли воспользоваться вашим личным заявлением для того, чтобы дать вам разрешение. Особенно для судьи есть определенный формат, и нужно советоваться с юристом и получать помощь от юриста в том, как объяснить судье свою позицию. Aviasales. Arzan aviabiletlerdi ıldan izle. В чем разница между интервью офицером и судьей? В процессе это работает таким образом, что если вы пересекли границу, вы автоматически попадаете к иммиграционному судье. Но если вы приехали по визе какой-то либо, вы сперва идете на интервью по убежищу, и только после проигрыша, если есть правильные обстоятельства, связанные с вашим статусом, в тот момент вы попадаете к судье. Какие еще моменты важны в случае убежища и как работает процесс? 150 дней после получения повестки о том, что ваше дело приняли. Во многих случаях сейчас повестка получается онлайн сразу, но не всегда. Во многих вы получаете разрешение на работу. То есть вы подаете разрешение на работу, повторяюсь, за 5 месяцев, то есть 150 дней. Ну и в сегодняшнее время вы получаете это сравнительно быстро. Скажем, за 6 месяцев вы уже имеете разрешение на работу. Есть некоторые нюансы, если вы приезжаете через границу. На сегодняшний момент иммиграционная полиция и разные там организации, все под одним зонтом, но они имеют право дать вам интервью. Называется интервью на страх. Это не интервью на убежище, это интервью на страх, это первая стадия. Как правило, это не практикуется, но вы должны въезжать подготовленные, потому что если вам дадут такое интервью, и вы его завалите, и не пройдете, вас могут сразу депортировать, и до миграционного суда вы не дойдете. Какие вопросы задаются на самом таком интервью? Кого вы боитесь? Что с вами случится, если вы вернетесь обратно? И почему вы это думаете? Или почему вы так думаете? Вы должны быть готовы объяснить. Потом уже на самом суде или на миграционном интервью, конечно, вопросы более детальные, но все равно похожего характера. Причиняли ли вам вред? Кто это делал? И почему вы думаете, что это будет происходить потом? Если вы хотите выиграть свое дело, вы должны подготовиться очень тщательно, отвечать на интервью четко, пользоваться профессиональными услугами юриста, и тогда вы потенциально можете выиграть свое дело. Статистически у нас успех хороший, и я приветствую вас, если вы захотите воспользоваться нашими услугами. Советую не именно вот в этом деле, именно в этой теме. Есть очень много людей, которые не лицензированные, они не юристы, не все мошенники, но многие, даже если они хотят хорошо сделать, они просто не знают точно как, портят дела, которые потом приходят ко мне в офис, и я должен уже потом консультировать клиента, как выйти из ситуации, где они уже наговорили вещи, которые не относятся к их делу, и где найти дополнительные доказательства. И мы начинаем интервьюировать клиента о том, что с ним случилось, более четко, и объясняем, почему он воспользовался непрофессионалом раньше. Так что сразу пользуйтесь профессионалами. Всем желаю удачи. Звоните, задавайте свои вопросы. Спасибо за внимание.